Здравствуйте, уважаемые друзья, постоянные любители, поклонники программ телеканала «Варзиш». Для записи очередного интервью мы специально приехали в город Истаравшан. В этом городе выросло огромное количество знаменитых и именитых футболистов, а сегодня мы поговорим с легендой таджикского футбола 90-х Шуратом Шамсиевым. Шурат Мамадович, спасибо большое, что выделили время. Знаем, сейчас у вас дел не в проворот. И начнем по традиции самого обычного. Как дела? Спасибо. Добро пожаловать, во-первых, в город Истаравшан. Вы сейчас являетесь тренером футбольного клуба Истаравшан вместе с Алиором Ашурмамадовым. Вы как бы его помощник. Пару дней назад ваша команда впервые в этом сезоне одержала победу над Локомотивом Памиром. Да, не говорите, это радость какая. Наконец-то набрали 3 очка. Как сказать, мы, когда команду готовишь 2 месяца с одним составом, вот из-за пандемии коронавируса, наши легионеры уехали. Вот нам пришлось поменять всю защиту. У нас легионеры в основном оборонительные, и вратарь, и 3 защитника у нас легионеры. У нас были большие проблемы с защитой. И наконец-то вот мы приехали, помогли, да. Дальше лучше. Дальше. Большую часть своей карьеры вы сыграли в узбекских клубах. Начиная с 90-го года вы в профессиональном футболе. И почему? Почему вы дали преимущество узбекским клубам, а не таджикским? Давайте начнем так. Вы являетесь воспитанником Истаравшана. Истаравшана, да. Как началась вообще ваша футбольная жизнь? Моя жизнь началась это в 10 классе, когда за республику играла Кирополь, такая команда была, Шахристан. Мы играли, молодые ребята, играли там, потом поступили в Институт физической культуры, играли за Скиф. Вот в 90-м году, как приехали на каникулы домой, здесь базировалась команда Янгир Узбекистана, где вот дом отдыха у нас там в санатории. И позвали на товарищескую игру, трикотажник. И мы сыграли с ними, по-моему, даже счет я не помню, но в первом тайме я забил, по-моему, 3 гола. И 2 забрали нас, Азизбаева и меня, Янгир. И так и пошло, мы играли там. До 95-го года я играл. 5 лет играли за Янгир, это был середняк узбекской лиги. Да, середняк узбекской команды. Даже в 90-м году мы играли в буферной зоне. В 90-м году это 2-й круг, это мы заняли 3-е место. Что означает буферная зона? Это буферная, при Союзе это буферная зона была. 7-я зона, буферная зона, это среднеазиатская зона была. Играли там Казахстан, Туркменистан, Киргизстан и Таджикистан, Узбекистан. Мы заняли 3-е место. С 91-го года уже распад СССР, и каждая республика играла свой чемпионат. И мы начали играть там. За 5 лет в Янгире вы забили 31 гол. И ваше успешное выступление стало причиной того, что вас позвали в Нефчи. Нефчи на тот момент один из самых успешных клубов Узбекистана, постоянно лидировал в чемпионате, постоянно был в тройке, на кубке тоже успешно выступал. Как вы там оказались? Кто на вас вышел? В 92-м году мы играли дома с Нефчи. Первый, кто их обыграл, это Янгир. Но я помню, по-моему, 2-0 выиграли, 2 гола забил. И после этого они меня забрали. Уже глаз положили? Да. В 90-м году забрали, поехал на сборы, туда приехал, там такие звезды. Я говорю, я здесь не буду играть, по-моему. И обратно уехал. Даже не сказал Юрию Вазгеничу Саркисяну, что я уехал. Убежал оттуда. Там звезды были, на самом деле там звезды были. Базаров, Дурманов, Атаян, Федоров, все играли. И после этого
2 сезона провел в Янгире. Опять Юрий Вазгеньевич после игры подошел ко мне, говорит, ты давай, я 2 раза не буду вызывать. Хочешь, вот тебя я вызываю, все. В рамках исключения. Да, поехали. Я говорю, хорошо. И так и оказался в Фергане. Уже в первом сезоне вы забили 10 голов. Да. И стали чемпионами Узбекистана. Я даже не знаю, вот вы говорите, я даже сам не знаю Да, статистику. вы забили 10 голов за 23 матча и стали чемпионом Узбекистана. Даже ну, на кубке тогда не совсем успешно выступили, но в рамках чемпионата Узбекистана Нефчи был лидером. Как вы сказали, это был сбор всех звезд того времени в Узбекистане. Каково было играть под руководством Саркисяна? Это же легенда Нефчи, который потом порядка 26 лет тренировал этот клуб. Вы знаете, в таких командах играть очень тяжело. Почему? Потому что все команды настраиваются вот на лидера. Очень было тяжело играть. И в психологическом плане, и в физическом плане. Ну, пока я адаптировался, полгода прошло. Потом стал уже играть, забивать. Вы за всю карьеру в Нефчи были основным игроком. Да. 92-93 годы в Таджикистане бушует гражданская война. Из-за этого наша сборная не играла в международных матчах. Естественно, в 92 году. Когда вас впервые вызвали в сборную? Меня вызвали в 96 году. Тогда тренировал Абдулла Муродов, главным тренером. Он вызвал меня. Приехал там. Когда Смотрю, всех вызвали там. И Мухаммадиева, и Фузайлова, и Рашид Мандрека, Рахимов. и всех, кто вот при Союзе играл, кто за Памир играл, они все приехали. Но я эту игру не играл. какую игру? Вот в 96 году мы играли с Узбекистаном. Первая игра была у нас. Почему не сыграли? Ну, это вопрос, наверное, тренеру. Вы остались на замене. Да. Это был матч отборочного цикла чемпионата Азии. Азии. Да. Я хотел об этом поговорить чуть позже, но думаю, что время настало. Таджикистан обыгрывает Узбекистан на своем поле 4-0. 4-0. В ответной встрече Таджикистан проигрывает 5-0 на 5-0. выезде. Как такое вообще возможно? Обыграть 4-0, проиграть потом на выезде 5-0. Причем 4 гола в основное время, еще 1 гол в экстра тайм. Дополнительные. Это мы же по факту были уже на чемпионате Азии. После первого матча уже все были уверены, что мы сыграем на чемпионате Азии. Что случилось? Ну, я не знаю, ну, это футбол, наверное. Ну, слухи пошли, что там игру этот сдавали, там, ну, это я даже не в курсе был, что, ну, вторую игру я не был там. Что случилось? На второй Ну, игре вы же были в судью- составе. А? Вы же на второй игре были в составе. Нет, меня не было там. Вы были вызваны в сборную. Да, Сидели на замене. да. Не, меня вторую игру не вызвали уже. Но почему-то в официальных статистических данных, в официальных сайтах Нет, ваши... вызвали. Тогда мой тренер был Юрий Вазгеньевич Саркисян. Он был главным тренером Узбекистана. Он не захотел, чтобы вы играли против Узбекистана? Да. Он не захотел. И не отпустил. Но это Тогда, же... это сейчас можно было наказывать, тогда не наказывали. Так и я не поехал на эту игру. Он запретил мне. Но вы же слышали, да, сколько всего слухов вокруг ответного матча было? Да, да, да. Но в первом матче вы были в команде, когда Да. команда выиграла 4-0. Да, да. Один из игроков того состава буквально пару дней назад рассказывал, что сборная Таджикистана уже внутри делилась на пару частей, то есть сформировавшиеся звезды и молодые. После 4-0 даже разделили премиальные не по равенству. То есть звездам хорошая премия, а молодым игрокам буквально мизерные деньги. Насколько это правда? Я даже не знаю про премиальные, которые они получили. Я даже копейку не получил. Почему? Не знаю даже.
Такое возможно, что вызывают всех, а получают отдельные игроки? Может быть. Вы не были в курсе всех этих? Нет, не в курсе был. Судья после ответного матча признался, да, что договоренность была? Туркменский судья был. Туркменский судья, да, даже не знаю. Про эту игру я в Узбекистане был. Какие слухи пошли здесь, я даже не знаю. Я долго не приезжал сюда, аж до 2000 года. Когда из Лиги Узбекистана вы приезжали в Таджикистан и видели уровень игроков Таджикистана, вы как-то проводили параллель, сравнивали, который чемпионат сильнее? Ну, конечно, Узбекистан все равно уровень выше, чем Таджикистан был. И, например, у них в каждом клубе академии. В каждом клубе есть академия. Это, считай, школа, это инфраструктура, это поля, это все. Поэтому они были выше уровня. Через пару лет чемпионат Таджикистана, естественным образом развивался, состав команды был очень сильный, и сборная Таджикистана могла войти, естественно, в историю. В 1997 году сборная Таджикистана была близка очень к тому, чтобы выйти в финальную часть чемпионата мира во Франции. Мы обыграли такие сборные, как Вьетнам, дважды по 4-0. Мы обыграли дважды сборную Туркменистана. 2 раза. И 2 матча с Китаем. Здесь у себя мы проиграли 1-0, на выезде 0-0. Но насколько я знаю, в Таджикистане был такой матч, что игроки сборной Китая нанесли всего 2 удара, из них 1 гол. А в ответной игре они толком не выходили из своей штрафной площадки. Наши игроки попадали и в створ, и в перекладину. Столько ударов. Что случилось? Что помешало Таджикистану выйти в чемпионат мира в первый раз в своей истории? Я помню, это в 1997 году. Очень сильная сборная была. Приезжали, как вы сами знаете, Аваков был впереди, Ашур Мамадов, Али Додов, Турдиев сзади, Ингузаров в воротах, Павленко, Левченко в защите играл. Ну, ребята были там, все советскую школу, которую проходили. Это вот помню, мы обыграли туркменов 2 раза. И там, и здесь дома. Да, с Китаем мы, по-моему, дома играли 2-1 мы попали, если 1-0. статистика. 1-0? Да. Да, мы в Пекине так играли на Олимпийском стадионе, там 60 тысяч зрителей. Все гудят, там 90 минут у нас вообще. Ну, ребята очень здорово сыграли против них. Да, были моменты и Князева, у Шухрата Джабарова. Помню, в перекладину попали, в штангу, все штанги, все эти обшипали, честно говоря. Это футбол. Если обыграли бы, мы бы вышли, честно говоря. Никогда сборная Таджикистана так не была близка к чемпионату мира. Да. Настолько сборная Таджикистана была сильна в то время, что команда Южной Кореи для проведения спаррингов и подготовки к предстоящим турнирам выбрала именно Таджикистан в свои соперники. В 1997 году, помню, корейцы вызвали нас на игру. А перед этим Бразилию. они играли с бразильцами и выиграли 4-2. Бразильцев. Бразильцев 4-2 выиграли. Мы поехали, нас было очень мало, где-то человек 10 поехало. Команда на товарищеские игры не отпускала тренера. Шел сезон, футболистов не отпускали. И человек 10 футболистов поехали. Там, я помню, играл Володя, покойный, Дамладжанов. Он играл, вышел, как администратор был у нас. И в ворота стал Саричев, который в Южной Корее играл. В воротах стал Саричев. И 4-1 мы проиграли. У вас всего было, значит, в том матче 12 игроков.
Нет, считай 10 игроков футболистов. Двоих подобрали. Двоих, да. Без замены играли 4-1. 4-1. А Бразилия с полным составом 4-2. 4-2. Ну, это показывает уровень команды на то время. Уровень, да, очень, ребята очень сильные были. В сезоне 96 в команду Нефчи перебирается еще одна легенда таджикского футбола Рахматулла Фузайлов. Вы как-то содействовали этому переходу или советовали ему, что переход сюда будет движением вперед? Нет, я знал, что Хакима я знал хорошо, а вот Рахматуллу я не знал. Он младше нас был на 6 лет, на 7 лет. Я не знал его, но мне говорили, что такой футболист есть. А Юрий Вазгенич спрашивал меня, я говорю, да, хороший футболист. Там у них даже семья футболистов все. Он говорит, давай вызовем его. Хорошо, говорит, давай. И вызвали его. Он приехал, Князев, Вячеслав Князев, он приехал, и Шухрат Джабаров. Угу. И в 96 году перед ними приехал Акмаль Халматов. Я тоже его не знал. Да, молодой парень еще такой пришел. Вызвали, ну, оставили только троих, а Шухрата Джабарова отпустил. Он. Не знаю почему, но может впереди у нас конкуренция была. Не может. прошел просмотр? Да, Шухрат Джабаров не прошел просмотр, и он отпустил его. Вы остались в Нефчи до 2000 года. Потом начинается непонятная история в вашей карьере. Почему? Потому что вы за 1,5 года дважды меняете клуб. Сначала в Андиджан, потом обратно возвращаетесь в Нефчи. Что случилось тогда? Эти два перехода всего за 1,5 года. В 2000 году, это последний сезон, играл я за Нефчи. То есть второй круг я перешел в Андижан. Клуб Андижан. Играл полгода, потом вызвали меня в Заравшан, Наваи. Я играл год за Наваинский Заравшан. А в Нефчи уже не возвращался. Простите, а почему покинули Нефчи? Ну, знаете, уже годы, наверное... Не попадали под основу? Да, вот даже мне было уже надо играть или там зарабатывать, например. Уехал в другую команду. А там уже молодые, так что Нефчи такая команда, берут молодых, чтобы... Ну, команда постоянно борется за призовые места. Да. Нужно омолаживать состав. Да, уже омолаживать состав. Они боролись только за золотые медали. Я помню, с 91 по 96 год были чемпионами. С 96 по 2000 год это были уже вторыми. Ниже второго места не отпускались. Да. 5 раз чемпион, 92, 3, 4, 5 и 2001. И 9 раз занимали второе место. 96, 7, 8, 9 и 2000 подряд. То есть серебряные медали подряд никому не отдавали. Никому не отдавали 5 лет подряд. Это тогда в Узбекистане появилась другая сила, да? Да, другая сила. Там Дуслик появился, команда ЦСКА. Потом Навбахор стал один раз чемпионом. Это, помню, в 96 году. В 2002 году вы возвращаетесь в Таджикистан. И вы в качестве клуба для продолжения карьеры выбираете Худжанд. Почему? Знаете, мы были в Машале, после Наваи мы были в Машале. Там с финансовыми вопросами чуть было тяжеловато. Мы приехали обратно в Таджикистан. Ну, домой я приехал. Домой приехал, смотрю, ребята там наши играют за Хаджент. И они говорят, будешь играть? А Узбекистан уже закрыли, окно закрыли. Я говорю, а что, ну, можно полгода поиграть, ничего страшного. И таки оказался в Хадженте, год поиграл. Потом создали команду в Старавшане. Уротепа. Уротепа тогда называлась Уротюбе. И год поиграл в Хадженте, и в следующий год оказался в Старавшане. Но в Старавшане тоже поиграли год. 2 года поиграли. Команду из-за финансов закрыли. В 2004 году уже закрыли команду. В 2005 году я вообще не играл, год не играл.
В 2006 уже вызвали обратно в Хаджент. И играл до 2010 года. Шурат Мамадович, у меня вопрос. Когда вы были на пике карьеры, предложений не было со стороны других клубов, например, из Европы, условно? С Европы было, только с России. Это было 90... Тогда мы вот чемпионами стали в 95 году. Ну, предложение было, крылья советов, там как раз тренировал. Я даже фамилию забыл, ничего. Ну ничего. Пригласил меня, я говорю, лучше, зачем мне это? Далеко от города, молодой тогда еще был. Говорю, здесь лучше поиграю. В России же лучше платили. Да, в России лучше, конечно, платили. Я оказался там играть. Ну, мне нравилась команда Нефчи, я не знаю. Играл там до конца, чтобы... Шурат Мамадович, вы один из тех людей, который играл вот прямо до последнего, до 2013 года. Вы завершили профессиональную карьеру в 43. Каково это было играть с молодыми ребятами на вот этом поле, на вот этом газоне? Знаете, даже это как-то неприятно ребятам, которые молодые, в 43 года. Ну, я выходил, не знаю, у меня получалось все. Выходил за 20-15 минут и делал результат, не знаю. Мы же приехали до интервью, за 2 дня до интервью, мы беседовали с людьми, там, из Старовшана, мы со многими людьми встречались, спрашивали, все вас знают, все вас любят. И даже один из молодых ребят говорил, что, я не знаю, вот, команда проигрывает, заходит Шурат Шамсиев, несмотря на возраст, команда выигрывает. Я не знаю почему. Какую-то энергию давали своим одноклубникам? Ну, конечно, это... Имя играет роль. Да, имя тогда играло роль, и дух в команде, и ребята старались. Как я заходил, старались они. Но вы были играющим тренером. С 2009 года по 2013 вы были главным тренером футбольного клуба Старовшан. Да, я был главным тренером и играл, и тренировал. Было очень тяжело. И даже за финансами тоже находил. Было очень тяжело. Именно вы вывели команду впервые за долгое время в высшую лигу в 2013 году. В 2013 году? Да, из Саравшан играл в высшей лиге, но там опять же из-за финансов команда распалась после сезона. Но до распада команды после 9 сыгранных туров вас освобождают от должности. Команда ни разу не выиграла. Знаете, да, я помню, это было в 2013 году. В 2012 местные ребята играли. Там у нас, как получилось, за Уратюбе появилась еще одна команда. И все местные ребята перешли в другой клуб. Далерон? Далерон. Это было в 2013 году, да, помню. Все наши местные ребята. Я же говорил, команду делают с годами. С годами. А нам пришлось обратно ребят вызывать, там сборы проходить. Это было тяжело. Поэтому у нас были проигрыши все время. После 2013 года команда распадается, и на некоторое время вообще Старовшан исчез из футбольной карты Таджикистана. Ну, не из Старовшан, был уже Далерон играл. Был Далерон. Далерон играл. Но в чем проблема? Почему постоянно команды из Старовшана распадаются? И Трикотажник, и Далерон, и Уротепа. Постоянно одна и та же проблема: финансы, финансы, финансы. Да. Вы знаете, все идет вот к этому, да, все финансы, финансы, финансы. Не знаю почему, но все время, как приходит один болельщик, например, хокким города, болельщик, он делает 2 года проработает, его, например, переводят другой приходит, а футбол уже не этот. Поэтому эти проблемы возникают? Да, финансовые проблемы возникали все время. В 2017 году велись переговоры между, я не знаю, руководителями клубов, чтобы объединить Далерон и Старовшан и выступать опять под названием Старовшан.
Было такое. И в 2017 году под вашим руководством мистер Равшан начинает выступать во второй лиге, в сагдийской зоне. Продолжим тему чуть позже. Вопрос. 4 года чем вы занимались? С 13 по 17 годы. После этого я вообще-то работал в детской юношеской спортивной школе, работал с детьми. У меня было 4 группы. 4 года я работал с детьми. И сколько раз они чемпионами стали республики. Дети знали под руководством, кого они тренируются? Конечно, знали. Обычно многие футболисты именно в Таджикистане, в частности, под завершение карьеры, после завершения карьеры у них наступает такой момент, когда они не знают, чем заниматься, и у них появляются финансовые трудности. Вы с этим сталкивались? Честно говоря, когда в Узбекистане играл, было нормально, они платили нормально. У меня такой проблемы не было. А после? После Узбекистана? После Узбекистана тоже не было. До сих пор нет. Ну, сейчас, да, уже сейчас тяжеловато уже. Но дети подросли. Да, дети подросли. Хорошо, 2017 год, и Равшан побеждает во второй лиге, переходит в первую лигу, уже за один сезон побеждает в первой лиге, выходит в высшую лигу. Но у вас нет тренерской лицензии нужной категории, чтобы тренировать команду в высшей лиге. Не было печально, что все делаете вы, а под конец приглашают иностранцев? Знаете, в 2017 году было у нас лицензирование. Как-то получилось, я не поехал. Не знаю, что случилось, я не поехал и так и не получил лицензию. Так я остался без лицензии, а сейчас уже у нас когда будет, я даже не знаю, что отучиться. Если будет, обязательно отучусь и дай бог получим лицензию. Каково сейчас состояние команды? В данное время состояние нормальное сейчас. Ребята хорошо выиграли, чуть-чуть появилась уверенность. Должны, вот, будем работать, должны, чтобы в следующие игры все максимально работать на выигрыш, на победу. Правда, что порядка 3-4 месяцев игроки не получают заработную плату и сотрудники клуба тоже? Это было во всех командах почти. Нет, именно прямо сейчас. Нет, уже нам платили за март месяц, это честно говоря. А сейчас какой месяц? Сейчас, да, июнь. За март месяц и половину апреля. Ребята получили зарплату. А главное отличие игроков вашего поколения с нынешним поколением? Знаете, у нас, может быть, советская школа, поэтому, может, другие отношения были, другие, как сказать, нас даже били, нас даже ругали, мы голову опускали и работали. А сейчас нельзя даже, не в обиду этих молодых людей, молодых футболистов, не в обиду, конечно. Ну, сейчас нельзя им даже слово там говорить, я не знаю, какое поколение пошло. Еще раз скажу, не в обиду этих ребят, может такое поколение пошло. Знаете, мы так работали, пускай голову. Алир Ашурмамадов буквально пару дней назад говорил, что да нам даже большие деньги не нужны были, мы чисто на энтузиазме играли. Я вам скажу, в 90-м году, когда вот Янгир забрали, у меня в голове было только играть. Я никаких денег я не думал. Если будешь играть, деньги, слава сами придут к тебе. Если будешь играть скромно, так. А если не будешь, то будешь сперва дайте мне деньги, потом я буду играть. Так не пойдет. Политика чуть-чуть поменялась, да, у футболистов? Да, политика чуть-чуть поменялась. У вас вся семья футбольная. И даже до вас ваш отец был ярым фанатом футбола. Да, мой отец играл в футбол, но он был любителем, не профессионалом. Здесь играл, конечно, он покойный, мне было тогда 40 дней, когда он умер здесь, вот на этом стадионе. Он на этом стадионе умер? Да. Как это Он случилось? после игры сердце не выдержало. Нельзя же пить воду после игры, когда бегаешь. Я же говорю, он был любителем, и сердце не выдержало, и лопнуло, и он умер здесь.
Один из ваших сыновей сейчас продолжает ваше дело. Азизджон Шамсиев. Он сейчас защитник в Истаравшане. Да, он играл, я помню, 90, то есть в 2012-2013 играл за Парвоз, когда он учился. Когда здесь команду открыли, он перешел сюда, в Истаравшан. Начал Это продолжать. Вы ему посоветовали играть на позиции защитника? Знаете, Вы же сами были Когда- атакующим полузащитником. когда у нас проблемы были с защитником, я его ставил в защиту. Но он играл опорно, он играл в середине, он помогал и вперед, и назад. Защиту я сказал, что ты должен играть в защите, чтобы все нормально. Главный недостаток нынешнего поколения таджикских футболистов. Я не знаю, почему недостаток. Сейчас все поля, инфраструктура, мячи, бутсы, это все есть у них. Даже не знаю. У нас тогда даже бутс не было, чтобы... Недостаток не в футболе, а именно в игроках. В игроках. Да. Ну, с созданием хороших условий вообще проблем нет. Не знаю даже. Молодые быстро звезду ловят. Да, очень быстро. Очень быстро. Я помню, наши ребята вот молодого поставили на игру, например, в основу. Одну игру сыграет, и он все. По-моему, он уже чемпион мира или чемпион республики. И так ходит, как будто его ну нельзя же так. Надо поскромнее быть все время. Проблема в школе, в воспитании. В чем? Да, наверное. Наверное, и может и родители, может мы виноваты, может учителя виноваты. Почему психологический фактор воспитания игроков сильно отличается в Азии от Европы? Ну, у нас менталитет другой. Я не помню, что со Средней Азии кто-то загремел, там, футболист. Ну, психология такая. Ну, смотрите, на чемпионате мира среди молодежи в 2008 году играли одновременно Кевин Де Брuyне, играли Лукаку, играли Фатулоев и Нурдин Давронов. И причем наши игроки по уровню ничем им не уступали. Те загремели, а наши, ну, играют исключительно в Азии. Это проблема продвижения игроков. Ну, Европа есть Европа, а там вообще другое, там подход другой к футболу. Там. Шуратмадан Мамадович, хорошо, давайте оставим эту тему, если не хотите о ней говорить. В то время, когда вы выступали за сборную Таджикистана, наша команда в рейтинге FIFA поднималась на рекордную позицию для себя на 84 место. Сейчас, по последним оценкам, наша команда находится на 121 месте. Условия все лучше и лучше, а в рейтинге мы ниже и ниже. Ну, знаете, рейтинг берется как? Игру сыграл, да, товарищескую или официально. Ну, я не знаю, сейчас как берут очки. А как вы думаете, сколько времени нужно, чтобы мы хотя бы поднялись до тех позиций, до 84 места? Я имею в виду, надо, чтобы ребята работали, тренера, футболисты работали максимально. И надо поднять, например, заработную плату, чтобы ребята в мыслях не было, чтобы... Ну как сейчас, жизнь тяжелее. В мыслях не было, чтобы у нас денег нет. Вот. Надо же все равно. В командах вообще мизер получаем, вы сами знаете. Насколько правда, что большинство игроков именно не только из Таравшана, других команд работают в других местах, а футбол для них как хобби? У кого? Ну, условно, я не скажу имя этого человека, когда он приходил на заседание, его спрашивают, почему ты опаздываешь, говорит, я своего игрока из базара вытащил. Он торгует на базаре. Да. Игру высшей лиги.
игрок высшей лиги. Работает на базаре утром, до обеда работает, после обеда приходит и 2 часа тренируется. Какой толк с него этот футболиста делать? Футбол для Если него честно. как хобби, опять-таки, да? Да, это как хобби у нас, серьезно. Некоторые, не все. Я не говорил все, я сказал некоторые. Некоторые. А самый интересный случай с участием вас в качестве футболиста? Не в качестве футболиста, а я расскажу про одного вратаря. Мы помним, так, 2003 году мы поехали. Команду было этот, как его, Гозималик. Вы помните Да-да-да. команду Гозималик? Мы Из одноименного района. У нас основной вратарь получил травму. Второго вратаря повезли. Он не играл ни одну игру. Перед разминкой вышли. У него уже мандраж. У него ноги трясутся. Он подходит ко мне и говорит: Акей Шухрат, у меня рука болит. Я говорю: спокойно. Сейчас пройдет, ничего страшного, это первый раз. Раз время проходит, ну это перед разминкой, перед игрой. Второй раз подходит, говорит: Акей Шухрат, у меня живот болит. Я говорю: ничего страшного, пройдет. Ты че, давай иди, встань в ворота. Потом ушел и в конце подходит, говорит: Акей Шухрат, я ничего не вижу. Я говорю: иди отсюда. Другого поставил. Вот такой этот был молодой пацан. Ну, мы эту игру выиграли 6-2, конечно. Я помню этот момент. Был подобный случай, что вы пожалели о чем-то содеянном? Пожалел, что вернулся в Таджикистан. Почему? Не знаю, у меня будущее было там в Узбекистане, знаете. Именно в плане футбола, да? Да, именно в плане футбола. Не в плане, что это моя родина, это я люблю свою родину. Тренерской деятельность, чтобы там продолжал. Знаете. Но можно же еще наверстать упущенное. Нет, уже, Почему нет? уже я устал. Не могу. Вам сколько лет? 50. 50. В самом расцвете сил. Я не хочу уже. Ну Сколько лет там пробыл. Да. Тяжело все равно. За границей, за рубеж. Чего должны избегать молодые футболисты, чтобы достичь успеха? Избегать. Избегать травм, что, избегать, чтобы всяких таких, вот то, что мы говорили, дурных привычек избегать. Курить, пить, гулять. Все равно они в высшей лиге играют, они должны быть профессионалами, они должны все время тренироваться, работать, только думать о футболе. А один из футболистов сборной Таджикистана тех времен 2000-х говорил, что мы и гулять гуляли, и играть играли. Эти не играть не играют, не гулять не умеют. И пить не, пить не пить не умеет. Это точно. Ну я же говорил, наше время другое было, наше поколение. Так что Отлично. 5 не в обиду. Не в обиду нынешнему поколению. Планы на ближайшее время? Планы, знаете, главное, чтобы вот все игры, оставшиеся игры, чтобы мы победили, набрали очки и чтобы повыше. У нас болельщики не простят. Да, у вас фан-клуб очень сильный. Да, сильные фан-клубы, болельщики нам не простят. Планы такие, чтобы побольше очков, побольше побед, чтобы было. Шурат Мамадович, спасибо вам огромное за это интервью. Мы очень давно хотели с вами его отснять. Каждый раз появлялись препятствия, какие-то проблемы нам мешали это отснять. И я очень рад, что мы смогли так откровенно поговорить, и вы нам рассказали очень многое. Я более чем уверен, что у вас больше историй, но
В следующий раз. В следующий раз. Спасибо большое. Уважаемые друзья, на этом очередная наша программа подходит к своему логическому завершению. Мы продолжаем знакомить вас с легендами таджикского футбола, с футболистами и вообще другими спортсменами, у которых потенциально хорошее будущее. И увидимся ровно через неделю. Любите футбол, любите спорт и оставайтесь на телеканале Вардиш. Пока.